Это итоги дня на канале Якутия-24. Прямой эфир в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Лесные пожары в Горном Улусе. Как идут работы по тушению, какие силы и средства направлены на борьбу с огненной стихией. Вакцина не закончилась. Минздрав опровергает слухи о нехватке в Якутске вакцины против коронавируса. Жалобы на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Из-за задымленности в столице увеличилось количество обращений в скорую помощь. Жизнь Вектора в Нерингре. В каких условиях проживают воспитанники этого детского дома в Южной Якутии. День шахмат. Как развивается интеллектуальный вид спорта в республике. Глава республики поручил сформировать автоколонну для тушения лесных пожаров и отправить из Якутска в Горный район. Группа, состоящая из массы спецтехники и людей, выехала сегодня вечером в Улус. В состав вошли 22 единицы техники, в том числе водовозки и автоцистерны, предоставленные как частными лицами и компаниями, так и госструктурами. Напомним, что на сегодняшний день на особом контроле находятся лесные пожары вблизи сел Кептин, Магарас и Ерт Горного района. Как нам сообщили в Государственном комитете обеспечения безопасности населения Якутии, техника будет распределена по прибытии на место, будут определены конкретные маршруты работы всех этих сил. В составе автоколонны имеются 4 единицы автоцистерны пожарных. Это аэромобильная группировка Главного управления МЧС России. И они сегодня выдвигаются и сегодня будут работать на пожарах Горного района, а именно в районе Магарасов и Кюрелях. В районе Магарасов и в районе Кюреляха пожары идут широким фронтом. И именно какая машина на каком участке, более точное распределение будет сегодня вечером по приезду в Магарасах. Дмитрий Лепчиков добавил, что для водителя организованы полевые автозаправки. Также будет производиться заправка на АЗС в селе Магарасы. Государственным комитетом обеспечения безопасности также участникам акции организовано питание. Продукты предоставили как частные лица, так и предприятия. Хозяйства города Якутска собрали и направили в Горный район порядка 800 килограммов овощей и другого продовольствия. Это полтонны овощей, которые выращены на землях пашнях городского округа. Так, костюмы рабочие, также перчатки, респираторы и денежные средства в размере 5000. Это мы собирали очень оперативно. Сегодня где-то в 10 часов было заседание, и по WhatsApp, по группе WhatsApp все это собрали. Буквально за 2 часа. Ну а благодаря работе воздушных судов БЕ-200 и Ил-76, задействованных на тушении лесных пожаров на территории Якутии, были отработаны 2 больших очага возгорания в Сунтарском районе на 20 и 30 тысяч гектаров соответственно. Далее эти воздушные суда были переброшены на тушение пожаров в Мирнинском районе. Сейчас на этих точках работа ведется силами наземных специалистов, которые занимаются тушением пожаров на земле. Помимо этого, сегодня большая работа проведена на территории Ленских столбов. Сегодня-завтра он может быть уже потушен. Вчера была поставлена задача. Все задачи мы ставим с вечера для авиации. По тем пожарам, которые близко находятся от населенных пунктов. Сегодня они, вот хочу их поблагодарить, сейчас будет селектор, работали как настоящие снайперы. Все сбросы в кромку исключительно, это подтверждено наземными службами. Сейчас то, что они отработали по 2 крупным пожарам по кромке. 1 20-тысячник, 1 30-тысячник. Сейчас наземная служба дорабатывает кромку. Это все правильно. И при благоприятном стечении обстоятельств, лишь бы ветровой нагрузки не было, не поднялась она, планируем, что эти 2 больших пожара у нас завтра пойдут в локализацию. Как только что было отмечено, ресурсы авиатехники усиленно сосредоточены в Сунтарском и Мирнинском районах. С утра экипажи самолетов Ил-76, которые в Якутию прислала Минобороны, работали вблизи деревни Гембендяй.
В полдень борта заправлялись, чтобы отправиться в Алмазный. За прошедшие сутки техника сбросила на горящие леса всего 336 тонн воды. Борта из Хабаровска и Красноярска тушили тайгу рядом с Арылахом, а рано утром в алмазную столицу прибыл еще один, уже из Ростова-на-Дону. Все зависит от удаленности водоема до очага пожара. Вот в Самаре тушили недавно 20 заборов, сбросов, примерно по 10-12 тонн каждый был у нас. Это вот за один вылет получилось загасить там пожар. В Алданском районе справились с лесными пожарами. Закрепить успех помогут дожди, которые, по прогнозам синоптиков, пройдут над Южной Якутией со среды до конца недели, рассказывает наш корреспондент Руслан Павлов. На фоне обильных лесных пожаров в республике Алданский район не сильно подвергся стихии и задымлению. Еще в начале недели службы отчитывались о 1,5 десятках термоточек в зоне авиационного контроля. Сегодня остался один лесной пожар. На сегодняшний день у нас действует один лесной пожар на общей площади 2000 гектаров. Он между Хангаласским районом и нашим районом. Задымленность тоже идет от Хангаласского, Алекминского района. Там у них есть лесные пожары. На нашей территории все спокойно. У нас даже наше лесничество помогает по другим лесным пожарам, по другим населенным пунктам, точнее по республике всей. Главным виновником лесных пожаров по-прежнему остается человек. Несмотря на чрезвычайный режим в лесах, люди идут и едут в лесные массивы, при этом нарушая все нормы нахождения на природе. Указ главы действует в Республике Саха-Якутия с 23 июня запрещен въезд в леса, чтобы не было штрафов, административных арестов, не поступать в леса. Небольшая задымленность пока еще сохраняется в Алдане, но, как сказали специалисты, это дым, принесенный ветром из соседних районов. Кроме того, в помощь огнеборцам, по сведениям гидросиноптиков, со среды до воскресенья в Алданском районе и в целом в Южной Якутии пройдут осадки. Руслан Павлов, Георгий Баранов, Алдан. Единый общественный добровольческий штаб объявил набор волонтеров, которые также поедут помогать в тушении лесных пожаров. Сюжет Дмитрия Тымырова. Орджоникидзе-10. Именно здесь расположился штаб общественников, которые сегодня изъявили желание помочь в тушении лесных пожаров. Они не только занимаются сбором добровольцев и материальных средств, но и координируют работу волонтеров. Проводим инвентаризацию различных товаров, медтоваров и так далее. Вот. Сейчас лично я здесь первый день, сама немножко не понимаю, что делаю, под руководством, так сказать, другого волонтера. А вообще моя мама меня сюда прислала, Анна Пшенникова. Она именно координатор всех выездов волонтерских на места пожаров. По словам общественников, большую помощь начали оказывать предприниматели региона. Буквально от всех уголков Якутии начали сюда поступать продукты питания, но и поставляться необходимый инвентарь для борьбы с огнем. По списку мы сейчас распределяем по предпринимателям, которые собирали отдельно деньги. Есть спонсоры, кто-то делает хорошую скидку. На сегодняшний день, конечно же, не хватает обмундирования. Все сразу быстро приходит в негодность, поэтому вот инструменты в виде лопат, вот таких вот ранцев, рации нам сейчас нужны. Сейчас вот поехали предприниматели за бензопилами, нужна заправка этих бензопил. Вообще нужна слаженная работа через наш штаб. Минувшим днем первых добровольцев уже отправили на борьбу с лесными пожарами. Вот буквально 10 минут назад я разговаривал. Наша девушка отправила, по-моему, даже 2 команды в Намский улус и горный улус. Сейчас через добровольческий штаб идет сбор волонтеров, которые готовы поехать на тушение пожаров. Это должны быть люди старше 18 лет, не имеющие проблемы со здоровьем, в частности, верхних дыхательных путей. Обязательно должна быть экипировка с ног до головы. Всю необходимую информацию можно узнать по номерам телефонов, которые указаны у вас на экране. Сейчас очень много различных волонтерских отрядов образуется, и они разрознены друг от друга в нашем городе, их очень много, десятки. Нам нужно всем вместе объединиться, и здесь важен не столько маркетинговый ход, да, что вот мы тушим пожары, а именно действие здесь важно, и главное их потушить совсем вместе, и тогда мы справимся с этой проблемой. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск.
Из-за задымленности в Якутске в эти дни увеличилось количество обращений населения в скорую помощь. По словам медиков, прежде всего обращаются с жалобами на дыхательную и сердечно-сосудистую системы, рассказывает Юрий Осипов. За последнее время количество обращений на станцию скорой помощи увеличилось примерно на 10%. Только за прошедшие сутки поступило 15 обращений. Это связано с задымленностью в городе. В первую очередь в группе риска находятся дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Отравление дыма может привести к вялости, слабости, спутанности или потере сознания, головным болям и тошноте. Продуктами горения они имеют место быть, поэтому людям с хроническими заболеваниями нужно принимать все препараты свои, которые они обычно принимают, и также профилактировать обострение. И при ухудшении состояния обращаться или к участковому врачу, или на станцию скорой медицинской помощи по телефону 103. Синоптики полагают, что ситуация стабилизируется с приходом циклона, который ожидают в столице Якутии буквально завтра, послезавтра. Антициклон у Земли стоит, да? Это, то есть, полное отсутствие восходящих движений. Вот так же, как зимой у нас бывает туман установится, и вот он стоит у Земли почему чуть вверх, например, и там это... То есть нет условий для перемешивания с верхними слоями, то есть для того, чтобы очистить. Вот и сейчас его нагнало, этого дыма, и вроде бы ветер меняется, то на южный переходит, то на юго-восточный, но так не очищается, потому что надо просто поменять объект барический, то есть чтобы вместо антициклона у нас пришел циклон. Ситуацию с лесными пожарами каждый человек воспринимает индивидуально. У некоторых вызывает тревогу. Психологи говорят, что это обоснованная реакция. Тем более, учитывая суровые климатические условия Якутии. Сегодня Центр психологической помощи работает со всеми, кому нужна специализированная помощь. Наблюдать за своим эмоциональным состоянием. Если есть тревога, нарастающее напряжение, появляются какие-то фобические, такие симптомы. Если человек может сам с этим справиться, конечно, это хорошо, если он владеет навыками саморегуляции, а если нет, то обращаться к специалистам, приходить к нам в центр, и к другим психологам, если есть возможность, для того, чтобы снять вот эти симптомы. Врачи советуют как можно меньше находиться на улице. Если такая необходимость все-таки есть, то пользоваться масками и респираторами. В помещении нужно стараться держать окна плотно закрытыми. Ежедневно проводить влажную уборку. Необходимо ограничить себя в алкоголе и курении. Также стоит свести к минимуму физические нагрузки. Юрий Осипов, Семен Семенов, Якутск. Теперь к эпидобстановке. 96 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки, из них 52 в столице. В Мирнинском районе 8, в Алданском 6, в Нерынгринском 4 случая, еще в 14 районах от 1 до 3 заболевших. За сутки лаборатории провели 682 исследования на COVID-19. Минздрав опроверг сообщение о том, что в Якутске закончилась вакцина от COVID-19. Ведомство сообщило, что в столице республики остаток вакцины от коронавируса есть. На 20 июля равен 1331 дозе. Все получившие первый компонент вакцины «Спутник Ви» и других препаратов обязательно получат второй компонент, так как в дозе они идут вместе. Действительно, в ряде пунктов на данный момент отсутствует первый компонент «Спутника Ви», говорится в сообщении Минздрава. В ближайшие дни ожидается поступление 2500 доз в столицу. За сутки в Якутске прививку получают первый и второй компоненты примерно 800 человек. На данный момент в основном есть вакцина Эпивак Корона. Глава республики Айсен Николаев встретился с учеными-математиками, которые представили ему идеи, касающиеся развития региона. Присутствовали ведущие ученые Российской академии наук и Северо-Восточного федерального университета. Все подробности у нашего корреспондента Власия Сергеева. Участие во встрече с главой республики приняли члены программного комитета международной конференции «Математическое моделирование, обратные задачи и большие данные», которая проходит на днях в Якутске. В ходе работы ученые предложили Айсену Николаеву идеи по работе с большими данными и вычислительными системами. Я бы сказал о том, что любое устойчивое развитие, оно базируется на анализе текущего состояния и прогнозу.
прогнозу. Ну а дальше вопрос идет о прогноз развития общества, промышленности, как региона и так далее. Ну а этот прогноз с учетом большой количественной информации, потому что эти решения комплексные, естественно, базируется на том, что учитывать этот весь комплекс вопросов в рамках создания цифровых моделей развития. По мнению участников встречи, устойчивому развитию региона помогло бы создание вычислительного центра, который будет проводить анализ данных, выявлять скрытые факторы и делать прогноз последствий. То есть может оказаться, что мы относительно небольшое финансирование даем, а эффект большой получаем. И также может оказаться, что мы много даем, значит, сюда, а толку мало. Понимаете? Вот это все надо просчитывать, вот эти связи. А чем больше этой связи, объем вычисления резко возрастает, значит, нужны большие машины, нужно уметь работать на этих машинах, нужны квалифицированные кадры. Вот это все связано. Это математика, которая позволит во многом смысле прогнозировать хорошее развитие республики, не вкладываясь не то что сверхбольшие, вкладывать правильно деньги. Идеи, предложенные учеными, в ходе встречи детально рассмотрит созданный на прошлой неделе Совет при главе республики по благополучию и устойчивому развитию. Новый совет призван выработать путь развития, учитывая особенности региона, климатические и географические факторы. Первое заседание планируется провести 23 июля. Власий Сергеев, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Мэр столицы Евгений Григорьев провел объезд по проверке подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону. Глава столицы посетил котельную микрорайона Птицефабрика, где идет монтаж нового трубопровода водоснабжения и отопления. Также Григорьев посетил многоквартирный дом по улице Воинская, в котором проводится промывка систем отопления. По итогам объезда глава города отметил, что замечаний нет и все работы идут согласно графику. Известно, что на сегодня план по подготовке Якутска к отопительному сезону выполнен на 33%. У нас все ресурсоснабжающие организации согласно поставленным графикам должны подготовить котельные свои источники теплоснабжения, магистральные сети. По управляющим компаниями товарищам собственников жилья это промывка систем отопления как собственники. Ну и все это вместе в комплексе должно дать готовность, паспорт готовности города к отопительному сезону. В Ленске заросли борщевика и сосен атаковали жители индивидуальных домов. Трава и деревья с заброшенных участков перебираются к соседям. Как бороться с нерадивыми владельцами домов и почему в центре города Ленска так много заросших сорняками земель частного сектора, выяснял наш корреспондент Анна Кожевникова. Оставшиеся бесхозными после наводнения 2001 года участки создают трудности для соседей. Корни деревьев разрастаются так, что невозможно получить хороший урожай с огорода, а заросли сорняков подступают к граничащим землям. Ленчане уже устали с ними бороться, причем такие заброшенные владения находятся в самом центре города. Анна Григорьевна Мушек живет по соседству с двумя такими участками. Она уже много лет борется своими силами с зарослями сорняков и деревьев, наступающих на ее огород. Но корень проблемы в прямом и переносном смысле этого слова победить не удается. Деревья выросли уже выше домов, выше всего. И пол огорода у нас вообще ничего мы там не имеем с него, потому что большие корни. Уже вон забор, видите, какой сделали. Потому что невозможно было. Из-за этого забор налепили такой. В администрацию города Анна Григорьевна обращалась, когда деревья еще были маленькие. Сегодня они уже выше дома. Обратились и мы к специалистам и выяснили, что ленчанке необходимо написать заявление. Тогда сотрудники городской мэрии смогут определить владельца участков и привлечь надзорные органы для решения проблемы. А в Ленске таких заброшенных, покрытых зарослями травы и крупной растительностью участков на каждой улице частного сектора. И не по одному. Таких владельцев влиять очень сложно, потому как это его частная собственность, да, и влиять на частную собственность администрация не может. Мы можем только воздействовать через функции муниципального земельного контроля только на те участки, которые находятся в собственности муниципалитета, либо те участки, где территория, которая не разграничена.
Как выяснилось при проверке, большинство бесхозных земельных участков – частная собственность многодетных семей. Они получают их в рамках муниципальной программы, приватизируют и в дальнейшем ничего не делают, не строят домов, не выращивают овощи. А органы местной власти уже не могут изъять эти земли. Поэтому прежде всего хотелось бы призвать собственников быть ответственнее и своим бездействием не создавать проблем окружающим. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Чульманском детском доме-центре «Вектор» сегодня проживают 37 человек. Это дети от 7 до 18 с непростой судьбой, круглые сироты, дети, родители которых по тем или иным причинам не могут исполнять свои обязанности в полной мере. В каких условиях проживают воспитанники «Вектора»? Сегодня в сюжете коллег из Нерюнгри. Здравствуйте, меня зовут Ильяна. Я очень приятно с вами познакомиться. Тут все весело, тут все прекрасно и красиво. Детский дом – это самый мой лучший. Самая большая семья Нерюнгринского района разместилась в уютном доме центра «Вектор» в поселке Чульман. Условия здесь максимально приближены к домашним. Большинство воспитанников с Нерюнгринского района, порядка 8 человек с республики. 15-летняя Диана Грищенко с 2 братьями и сестрой из Якутска. Здесь живут чуть больше месяца. Здесь я поняла, что семья – это не только там, где ты вырос, но и также, когда ты ее находишь сам. Здесь видно, что некоторые люди, они уже сами как образовались, как семья. Например, как наши мальчики, как они дружно общаются. Каждый воспитатель, который живет в своей группе, долго он уже становится им родным человеком, как мама, они подходят к ним, советуются, как-то разговаривают. Ребята центра «Вектор» разделены по группам. Каждая группа имеет свою собственную кухню. Дети здесь увлеченные и спортивные. Условия для их реализации созданы. Спортзалы, площадки, кружки рукоделия. Все, что дети видят здесь ежедневно, будет их воспоминанием о детстве. И тем важнее для педагогов и психологов сделать мир вокруг них ярче, уютнее, комфортнее. Как дети называют, это наш волшебный коридор. То есть ребенок в зависимости от эмоционального состояния может сюда подойти поближе, посмотреть, успокоиться. Каждый представляет себе то, что он хочет, то есть настраивает на эмоционально положительный лад и снимает какие-то напряжения именно внутренние. Светлана Курбанова руководит учреждением с сентября 2020 года и знает не понаслышке, что дети здесь особая категория, нуждающаяся в помощи. Даже самые лучшие условия не могут в полной мере заменить тепло родного дома. Но условия должны быть лучшими. Сегодня основная проблема центра «Вектор» – материально-техническое обеспечение учреждения. Ремонт в здании не выполнялся на протяжении 8 лет. Большая проблема у нас была с течью кровли. На протяжении последних 2 лет в результате дождей, таяния снега, у нас систематически заливало 2-й этаж. И, соответственно, это отражалось на здоровье детей, поскольку сырость, плесень. Но на сегодняшний день, благодаря отзывчивости учредителя ООО «Эльга-Уголь» Авдаляна Альберта Аликовича, эта проблема закрыта. То есть на сегодняшний день выделены денежные средства для проведения капитального ремонта кровли, косметического ремонта 2-го этажа нашего учреждения. Сегодня начинаются ремонтные работы, которые должны завершиться к 1 октября текущего года. Что очень важно, дети центра «Вектор» знают, что есть люди, которым не все равно, в каких условиях они живут. А дети – наше будущее. Кому же еще спасать планету, лететь к звездам и просто жить, мечтать, творить. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Международный день шахмат отмечают сегодня. В рамках праздника президент Федерации Республики Владимир Егоров провел видеоконференцию с участниками чемпионата России по шахматам среди женщин. Это Нургуяна Баишева и Евдокия Избекова. На сегодняшний день, по словам президента Федерации, интеллектуальный спорт в Якутии набирает все большую популярность. Самые же лучшие базы по подготовке будущих сильных шахматистов в республике находятся в Якутске, Усть-Алданском, Татинском и Мегино-Кангаласском районах. В данном случае эти девочки они представляют собой Усть-Алданский район. Их первый тренер Михаил Ушницкий подготовил достаточно много ребят, которые входили в различные сборные республики на различных соревнованиях, в том числе международного уровня. Девочки достойно выступили, повысили свой рейтинг довольно-таки сильно, и сделали шаг к повышению своего мастерства, к
достижению мастерского рубежа. Тем временем шахматистка Нургуяна Баишева поделилась впечатлениями об участии в чемпионате страны, прошедшем в Чебоксарах. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Участие в состязаниях приняли более 100 спортсменов, включая практически всех сильнейших гроссмейстеров страны. При этом Нургуяна прибавила в рейтинге более чем на 98 пунктов. Нас готовил к партиям Тапыров Владимир Медеевич. Для меня это огромный опыт соревноваться в таком турнире с сильными шахматистами. Я прибавила рейтинг на 98 пунктов. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите и оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте всегда в курсе.